Здравствуй, Таджикистан, страна цветущих долин и могучих горных хребтов. Здравствуй, Сталинабад, самый юный город из всех столиц братских республик. Здравствуй, Салом! Приветствует тебя на твоем родном языке посланцы братских республик, приезжающие на праздник 25-летия Таджикистана. Это прибыли делегаты Казахстана. Гости из Азербайджана. Делегация Армении. Делегация Грузии. Представители Советской Украины. Посланцы столицы нашей Родины, Москвы. На юбилейные торжества прибыл заместитель председателя Совета министров СССР товарищ Косыгин. На праздник приглашены гости из зарубежных стран. Доктор Хьюлетт Джонсон, лауреат Международной Сталинской премии за укрепление мира между народами. Советского культурного общества, возглавляемой Теджем Синхом, члены парламента, деятели науки и культуры. Сталинобадцы тепло встретили друзей. Трудовой народ Индии воспел в своих стихах таджикский поэт Мирзо Турсунзаде. Первое знакомство со столицей Таджикистана, выросшей на месте маленького кишлака Дюшанбе. Это Таджикский государственный университет. Гости узнали, что в Сталинабаде имеется еще 4 высших учебных заведения и 13 техникумов. Академия наук Таджикской ССР. Она объединяет 24 научно-исследовательских института. Здание Центрального комитета Коммунистической партии Таджикистана. Площадь имени Москвы. Всего год назад построено новое здание публичной библиотеки имени Фердоуси. Медицинский институт имени Абу-Али Сино. Педагогический. Накануне юбилея закончено строительство Дома культуры. Сейчас в Сталинабаде 49 клубов и 4 театра. Здание Президиума Верховного Совета и Совета министров Республики. Празднично украшен театр оперы и балета имени Садриддина Айни. Сюда на юбилейную сессию собираются депутаты и гости. Двадцать 3 октября 1954 года.
Юбилейная сессия Верховного Совета Таджикской Советской Социалистической Республики открыта. На трибуне заместитель председателя Совета Министров СССР товарищ Косыгин. От имени и по поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик и Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза передать рабочим, колхозникам, интеллигенции и всем трудящимся советского Таджикистана и их передовому отряду Коммунистической партии братский привет и самые горячие пожелания дальнейших успехов в созидательной работе на благо нашей социалистической Родины. Вместе с трудящимися советского Таджикистана его славное 25-летие отмечают сегодня трудящихся всех других национальных республик, все народы нашей великой Родины. Вместе с вами они радуются успехам таджикского народа в его политическом, хозяйственном и культурном развитии. Гордятся тем, что таджикский народ с помощью великого русского народа и других братских народов Советского Союза успешно осуществил строительство социализма и приступил к строительству коммунистического общества. Ратихон, депутатхо, мехмонони азиз. Имрӯз дар маҷлиси выступил председатель Совета Министров Таджикской ССР товарищ Расулов. Республики Совети Социалисти Тоджикистон ҷамъ омадем. Совети Олии Республики Совети Социалисти Тоджикистон, ҳукумат ва Комитети Марказии партии Коммунисти Тоджикистон, коргарон, колхозчиён, интеллигенсия ва ҳамаи меҳнаткашони республикаро ба муносибати иди бузурги миллии халқи тоҷик самимона табрик ва муборакбод мекунад. Товарищ Расулов отметил успехи республики в развитии промышленности, сельского хозяйства, в культурном строительстве. В короткий исторический срок, 25 лет, коренным образом изменилась жизнь таджикского народа. Появились новые города и села, крупные промышленные центры, фабрики и заводы, шахты и рудники. Таджикская земля покрылась сетью ирригационных систем и каналов. И вот сегодняшний день Таджикистана. Новые и новые каналы, оросительные системы прокладываются для расширения посевных площадей республики. А степь, сухая, выжженная солнцем равнина. Ни дерева, ни зеленой травы, одни колючки. По призыву коммунистической партии на эти необжитые пространства пришла смелая, задорная молодежь. Ожила степь, вырос полотняный город, и пока новоселы временно устраиваются в палатках, уже собираются прочные добротные дома для строителей Дальверзинского оросительного канала. Уже положено начало первой улице будущего города. Быстро растет и поселок строителей перепадной гидроэлектростанции в долине реки Бахш. Где бы ни велось большое строительство в республике, всегда можно увидеть Вагаршака Карамова. Здесь он руководит сооружением нового гидроузла. Плодородные земли Кумсангирского, Акгазинского плато и возвышенности Уртабос. Но они нуждаются в воде.
Перепадная ГЭС даст энергию мощным насосным установкам, которые поднимут воды бурного Вахша на хлопковые поля. Строителям предстоит вынуть 11 миллионов кубометров грунта, уложить тысячи кубометров железобетона, расширить каналы. Благоустроенным городом стал Кайракум, поселок строителей самой крупной в Средней Азии гидроэлектростанции. В бесплодной пустыне, на берегу Сырдарьи, за 3 года возникли кварталы жилых домов, школы, магазины, клубы. Понтонный мост соединил правый и левый берег реки Сырдарьи. Построен бетонный завод. Проложены десятки километров железнодорожных путей. Непрерывно идут земляные работы в котловане, где будет сооружена гидроэлектростанция. Кайракумская ГЭС даст энергию промышленности и сельскому хозяйству не только Таджикистана, но и соседней республики Узбекистану. Устанавливается арматура для сооружения плотины, которая поднимет уровень воды на реке на 22 метра. Мощные гидромониторы размывают грунт правого берега для намыва плотины. Прораб Убайдулло Джураев и молодой инженер Екатерина Рахманкулова одними из первых пришли на эту стройку. Это подготавливается дно будущего водохранилища. Разлив вод Сырдарьи образует здесь Таджикское море. Водохранилище емкостью в 4,5 миллиарда кубометров позволит оросить 450 тысяч гектаров земли. Республика получит новые хлопковые массивы. На стройке используется опыт волгодонцев. Механизированными работами на Кайракумстрое руководит знатный экскаваторщик Волгодона Евгений Симак. Большим праздником для строителей Кайракума был день 28 сентября 1954 года, когда закладывался фундамент здания гидроэлектростанции. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Таджикистана Даму Арзигулову памятную надпись для закладки в блок фундамента. Пошла первая машина с бетоном. Так было положено начало новому этапу в сооружении Кайракумской ГЭС, который войдет в строй в 1956 году. А здесь, в Орджоникидзе-Батском районе, собрались на торжественное открытие межколхозной гидроэлектростанции. Свыше 200 таких станций построили таджикские колхозники. Новая гидроэлектростанция дала ток колхозам имени Сталина и имени Москвы. Таджикские хлопководы ведут упорную борьбу не только за освоение новых земель и расширение хлопковых массивов, но и за повышение урожайности, применяя прогрессивные методы возделывания хлопчатника. Посев хлопчатника с суженными междурядьями в 60, а затем и 45 сантиметров, привел к значительному повышению урожайности. Еще большие результаты получены при переходе на квадратно-гнездовой способ возделывания хлопчатника. Передовой опыт колхозов республики стал достоянием всех советских хлопководов. Пойдем в павильон Таджикской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Этот хлопок выращен на полях, посеянных квадратно-гнездовым способом.
Важное значение имеет правильный выбор размера квадратов. Квадрат 70 на 70 сантиметров позволяет получить на гектаре только 20 400 гнезд, или всего 61 200 растений. При квадрате 60 на 60 сантиметров на гектаре можно получить уже 27 700 гнезд, или 83 300 растений. А квадрат 45 на 45 сантиметров позволяет получить на гектаре до 49 400 гнезд, или 120 тысяч растений, то есть в 2 раза больше, чем при схеме 70 на 70 сантиметров. Квадратно-гнездовой посев хлопчатника при суженных междурядьях, посевов вдоль и поперек поля, значительно сократить затраты труда и обеспечивает более высокие урожаи. В павильоне представлены и достижения животноводов Таджикистана. Животноводство в республике является важной отраслью сельского хозяйства. Тысячные отары овец пасутся на пастбищах в предгорьях Гарма, Памира и Куляба. Особенно здесь распространена мясосальная гисарская порода. Сейчас животноводы вместе с учеными работают над выведением тонкорунных овец, обладающих высокой продуктивностью шерсти. Разведение тонкорунных овец обеспечит дальнейший подъем животноводства в Таджикистане. Большое хозяйство в колхозе имени Ленина Сталинобадского района. 10 тысяч овец и 2000 голов крупного рогатого скота. Совсем по-другому теперь выглядят колхозные фермы. Все трудоемкие процессы здесь полностью механизированы. Колхозники добиваются увеличения в этом году надоя молока в среднем на 500 литров от каждой коровы. На артерии, чтобы послушать рассказ председателя колхоза Хамиджона Назарова о всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Многие из собравшихся сами участники сельскохозяйственной выставки. Доход нашего колхоза в 1954 году составил 22 миллиона рублей. Мы получили в среднем по 40 центнеров хлопка с гектара. Но этого мало. Мы должны дать по 45 центнеров. Хамиджон Назаров – опытный организатор колхозного производства, и он постоянно совершенствует свои знания. Председатель колхоза – студент-заочник 5-го курса Таджикского сельскохозяйственного института. На экзаменационной сессии Хамиджон Назаров с большим знанием дела отвечает на вопросы профессоров. Меняется облик страны, растет промышленность, вырос рабочий класс Таджикистана. Примечательна судьба этих людей. Работница Ленинабадского шелкокомбината Адалат Исмаилова избрана в Верховный Совет Союза СССР, а рабочий Касым Умаров стал инженером, директором этого крупнейшего в республике предприятия. Ленинабадский шелкокомбинат – одно из старейших предприятий Таджикистана, хотя ему всего 23 года. Многие из этих работниц – ровесницы своей фабрики. В этом цехе рождается шелковая нить. А здесь нити превращаются в шелковую ткань. Искусными ткачихами стали Раева. На ткань наносится национальный орнамент, и она приобретает нарядный и красивый вид. К юбилею республики комбинат освоил 48 набивных и 60 пестротканных рисунков. Более 20 миллионов метров различных тканей выпускает Сталинобадский текстильный комбинат. Совсем недавно комбинат стал выпускать новый вид ворсовой ткани – вельвет-кор. Для производства этой ткани был построен специальный цех. Из Ленинграда, Иваново, Орехово-Зуево сюда прислали десятки новых машин.
Новый вид ткани пользуется большим спросом населения и выпускается в самых разнообразных расцветках. К 25-летию Таджикской ССР выпущено около 1 миллиона метров этой ткани. За последние годы большое развитие в республике получила горно-рудная промышленность. Чорух-Дайрон – один из крупных рудников в Таджикистане. Инженер Дуплякин и бурильщик Щекочихин стали здесь высококвалифицированными мастерами. Хаджаев сейчас главный инженер рудника. Это флотационный цех. 6-й год работает здесь Юлия Ерышева. Она ученица Натальи Павловны Дорофеевой, которая продолжает заботливо следить за успехами своей воспитанницы. Шураб – крупнейший угольный бассейн Таджикистана. Вместе с ветеранами, опытными мастерами успешно трудятся и молодые шахтеры, воспитанники горно-промышленной школы Шураба. Вот один из них – Ислам Истоев. Но что привлекло внимание этих шахтеров? Дело в том, что среди них в центре писатель Рахим Джалил. Он пишет роман из жизни шахтеров, и поэтому здесь его интересует все. Рахим Джалил – свой человек в Шурабе. Он давний друг этих знатных шахтеров. Писатель полюбил новый город, и он всегда желанный гость в шахтерском доме. И не случайно, что первые читатели и судьи – сами герои его будущей книги. В основу романа «Бахтиер» заложена биография шахтера Ульмаса Садиева. Воспитал целую смену молодых шахтеров. С интересными наблюдениями, живыми впечатлениями, новыми творческими замыслами пришли писатели Таджикистана на свой съезд. Съезд открылся докладом поэта Мирзо Турсунзаде о состоянии и задачах таджикской советской литературы. Произведения таджикских писателей, воспитанных на классических образцах русской литературы и литературы братских республик, получили широкое признание советских читателей. На трибуне первый секретарь ЦК Коммунистической партии Таджикистана товарищ Гафуров. Советская литература является могучим средством просвещения и воспитания трудящих. Наша партия с самого начала своего возникновения обращала серьезное внимание на литературу и рассматривали ее как острейший участок идеологической работы. Сейчас, в эпоху строительства коммунистического общества, нашей советской литературе принадлежит еще более почетный роль в деле воспитания трудящих продуктов коммунизма. Произведения таджикской литературы находят благодарного и отзывчивого читателя. Дворцом книги 12 тысяч студентов, рабочих, колхозников в числе ее постоянных читателей. Библиотека хранит свыше 750 тысяч книг. Среди них есть уникальные творения таджикской классической литературы, насчитывающие многие столетия. Рудаки, Фердауси, Абу-Али Сино. Традиции таджикского национального искусства получили новые выражения в произведениях писателей, художников, композиторов на современные темы. 25-летнему юбилею республики посвятил свой новый спектакль Государственный театр оперы и балета имени Садриддина Айни. Опера композитора Баласаняна «Бахтиер и Нисо» воспевает героическую борьбу народа за установление советской власти в Таджикистане. Роль Нисо исполняет народная артистка Таджикской ССР Ханифа Мавлянова.
один из фрагментов балета. Перед колхозниками выступают столичные артисты. Мастера балета показывают им свой новый танец. Молодая колхозница Дильбар любуется искусством гостей. Теперь колхозники показывают гостям свое искусство. Вместе с подругами танцует будущая балерина Дильбар. В роли Дильбар народная артистка Таджикистана Лютфи Захидова. Славному 25-летию республики посвятили свое выступление таджикские спортсмены на физкультурном параде в Москве. Юноши и девушки Памира, Гарма, Куляба, Канибадама продемонстрировали свою ловкость и большое спортивное мастерство. И как символ самоотверженного труда таджикского народа, они принесли над собой гигантскую коробочку хлопка. Порадовали своим мастерством и колхозные наездники на Старинабадском ипподроме. Лихих коней вырастили колхозные коневоды. Смелые джигиты оспаривают почетное первенство на большом конном. Трубят карнаи. Они возвещают о большом празднике таджикского народа. Радостью и весельем, гордостью за свою страну, за свой народ наполнены в этот день сердца людей. Первый тост за нашу великую Родину, за родную коммунистическую партию. На концерте в честь 25-летия республики коллектив Таджикской государственной филармонии исполняет танец «Туяна».
выступает женский ансамбль рубабисток. Они исполняют в сопровождении национального инструмента рубаб песню о радостном труде хлопкоробов. Участники художественной самодеятельности Памира выступают с танцевальной сюитой «Шашзал». На сцене сводный хор коллективов художественной самодеятельности «Марш советских патриотов». Друг всех республик страны, и в труде, и в бою мы друг другу верны. Свой национальный праздник таджикский народ встречает тесно сплоченный вокруг коммунистической партии и советского правительства, полной решимости отдать все свои силы великому делу борьбы за торжество коммунизма. В это великое дело республика вносит свой вклад – хлопок. Хлопок – гордость и слава Таджикистана. На всю страну прославились своим замечательным мастерством таджикские хлопкоробы. За 25 лет
посевные площади республики расширились в 2 с лишним раза. Валовый сбор хлопка возрос в 10 раз. Около 40% тонковолокнистого хлопчатника получает текстильная промышленность нашей страны из Таджикистана. Республика превратилась в одну из основных баз Советского Союза по производству хлопка. В ноябре Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищ Хрущев посетил ряд колхозов и совхозов республики. Товарищ Воронин, директор совхоза имени Куйбышева, рассказал о квадратно-гнездовом посеве хлопка, применяемом в совхозе. Товарищ Хрущев одобрил инициативу таджикских хлопкоробов и посоветовал продолжать и дальше работу по квадратно-гнездовому способу посева хлопчатника более узкими междурядьями. Инженер совхоза имени Куйбышева товарищ Бирюков показал товарищу Хрущеву сеялку, культиватор, пропашной трактор, переоборудованные для посева с суженными междурядьями. Товарищ Хрущев подчеркнул, что внедрение комплексной механизации является решающим условием дальнейшего подъема хлопководства. В 1954 году хлопкоробы Таджикистана успешно выполнили государственную. Таджикистан занял первое место в Советском Союзе по урожайности хлопка. Прекрасен твой сегодняшний день, солнечный Таджикистан. Расти, цвети, земля молодости, страна плодородных долин и могучих горных хребтов.